Шохлопанбзита. Добрый вечер, дорогие слушатели. Я рада вас приветствовать на 70-м онлайн-занятии по абазинскому языку. Этот курс рассчитан на изучение абазинского языка с нуля. Программа курса разработана организацией Алашара. Автор методического пособия Беляль Хасароков. Вести занятия буду я, Фатима Ионова, автор группы Абаза Бызжа. Этот и все последующие уроки вы сможете найти на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза Бызжа и Алашара во всех социальных сетях. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Алашара и YouTube-канал Абаза Бызжа, ставьте лайки, комментируйте видео. Итак, у нас с вами на сегодняшнем занятии следующий план работы. Мы с вами освоим несколько скороговорок, после чего займемся переписыванием. Итак, давайте вспомним, что скороговорки на абазинском языке аласфяраква. Давайте еще раз повторим. Аласфяраква. Обратим внимание на выделенные буквы. Начнем с буквы Х. Посмотрите, как пишется буква Х. Буква Х пишется как Х, палочка, В. Х, палочка, В произносится как Х. Произношение буквы Х мы с вами запоминаем с помощью слова трава. Трава на абазинском языке хра. Х, хра. Переходим к букве К. Обратим внимание, что буква К пишется как К, В. Мы с вами запоминаем произношение буквы К с помощью слова крыша. Крыша на абазинском языке К. К. Приступим. Теперь, сейчас мы с вами будем проходить скороговорку, которая помогает нам отрабатывать произношение буквы Х. Еще раз напоминаем себе, что буква Х пишется как Х, палочка, В. Х, палочка, В. Х. Читаем. Хли сини црид ехфит, ахансфянкой раздервит. Хли сини црид ехфит, ахансфянкой раздервит. Теперь давайте разберемся с выделенными буквами. Начнем с буквы Х. Еще раз давайте напомним себе, что буква Х пишется как Х, палочка, В. Х. Да? Мы с вами запоминаем произношение буквы Х с помощью слова трава. Х, хра. Букву Л мы с вами запоминаем с помощью слова таз. Л, лягян. Букву Ц в слове црид. Букву Ц мы запоминаем с помощью слова дерево. Ц, цла. Давайте обратим внимание, как пишется буква Ц. Буква Ц пишется как Ц, палочка. Ц, палочка. Букву Т мы запоминаем с помощью слова сова. Сова на абазинском языке Т. Буква Т пишется как Т, палочка. Так, букву К, посмотрите на слово ахансфянква. Буква К пишется как КВ. Мы с вами запоминаем ее произношение с помощью слова крыша. Крыша на абазинском языке К. Буква Дз, ераздзервит, пишется как ДЗ, произносится как Дз. Мы с вами запоминаем произношение буквы Дз с помощью слова вода. Вода на абазинском языке Дз. И буква В, которая пишется как Г, палочка, В, мы ее запоминаем с помощью слова гнездо. Гнездо на абазинском языке вяра. Вяра. Теперь, когда мы с вами разобрали все выделенные буквы, нам с вами легче будет прочитать эту скороговорку правильно. Давайте теперь ее прочитаем. Хли сини црид ехфит, ахансфянква и раздзервит. Еще раз читаем. Хли сини црид ехфит, ахансфянква и раздзервит. Очень хорошо, двигаемся дальше. Теперь освоим скороговорку, которая помогает нам правильно произнести звук Г. Посмотрите, как пишется буква Г. Она пишется как Г, Г твердый знак. Г. Ахба, гага.
Агныла йхзва согон сагыз агун. Так, ахба гага. Агныла йхзва согон сагыз агун. Теперь разбираем выделенные буквы. Здесь их немного, да? Букву Г, Г твердый знак, мы с вами запоминаем с помощью слова поезд, да? Г, гба. Букву Г в слове согон. Что такое согон? Это сухум. Мы запоминаем с помощью слова деревянный забор. Огуара, огуара. Еще можно запомнить просто с помощью слова го, доска, да? Деревянная доска. Теперь давайте еще раз прочитаем скороговорку. Ахбагага агныла йхзва согон сагыз агун. Ахбагага агныла йхзва согон сагыз агун. Очень хорошо. Теперь у нас буква Г. Посмотрите, как пишется буква Г. Она пишется как Г, твердый знак В. Г, твердый знак В. Читается как Г. Теперь читаем скороговорку. Йогочугочва, йогочугочва, юг агуара, ачагуарацис. Еще раз давайте прочитаем. Длинные слова, поэтому дадим себе время с ними разобраться. Йогочугочва, йогочугочва, юг агуара, ачагуарацис. Теперь давайте разберем выделенные буквы. Начнем, конечно, с буквы Г. Еще раз давайте напомним себе, что буква Г пишется как Г твердый знак В. Мы ее запоминаем с помощью слова деревянный забор. Гуара. Букву Ч мы запоминаем с помощью слова блюдце. Чат. Посмотрите, как пишется буква Ч. Буква Ч пишется как Ч-палочка. Чат. Да? Букву К мы запоминаем с помощью слова крыша. К. Крыша на абазинском языке К. Букву П мы запоминаем с помощью слова клюква. Клюква на абазинском языке прп. Обратите внимание, как пишется буква П. Буква П пишется как П-палочка. Букву Ч мы запоминаем с помощью слова постель. Чарта. Пишется буква Ч как Ч-В. Букву Ц мы с вами запоминаем с помощью слова дерево. Цла. Давайте обратим внимание, как пишется буква Ц. Буква Ц пишется как Ц-палочка. Ц-палочка. Смотрите, разобрали сейчас все выделенные буквы. Теперь давайте с вами еще раз прочитаем эту скороговорку и постараемся правильно произнести все выделенные буквы. Йогочугочуа, юг агуара, ачагуарацис. Еще раз давайте попробуем. Читаем все вместе. Давайте постараемся прочитать. Йогочугочуа, юг агуара, ачагуарацис. Очень хорошо. Теперь переходим к букве Г. Еще раз давайте повторим. Буква Г. Буква Г пишется как Г твердый знак и мягкий знак. Г твердый знак, мягкий знак. То есть как легче всего запомнить правильное произношение буквы Г. Посмотрите, из чего она состоит. Буква Г состоит из буквы Г, гба, да? Помните, мы проходили Г твердый знак. А мягкий знак нам говорит о том, что букву Г надо произнести мягко. То есть, что получается, если мы захотим произнести букву Г мягко? Получится буква Ж. Читаем скороговорку теперь. Атыр ала разразуа араша яграгылт. Атыр ала разразуа араша яграгылт. Теперь разбираем выделенные буквы. Букву Ж мы с вами запоминаем с помощью слова погремушка. Погремушка на абазинском языке жар-жар. Жар-жар. Букву Г в слове яграгылт мы запоминаем с помощью слова поезд. Гба. И букву Т
мы с вами запоминаем с помощью слова сова. Сова на абазинском языке т. Да? Обратим внимание, что буква т пишется как т-палочка. Теперь, когда мы с вами разобрали все выделенные буквы, давайте еще раз прочитаем скороговорку. Атыр ала разразва араша яграгылт. Атыр ала разразва араша яграгылт. Молодцы! Отлично потрудились. Теперь пришло время перейти к следующей части нашего сегодняшнего занятия. Это правило чтения. То есть мы с вами сейчас вспомним, как читаются некоторые буквы. Выполним упражнение. Да? Постараемся переписать то, что мы будем видеть сейчас на экране. Итак, правило чтения на абазинском языке ахарывква ргабхяща. Ахарывква ргабхяща. Разберем выделенные буквы. В первую очередь начнем с буквы Х. Букву Х мы с вами запоминаем с помощью слова груша. Груша на абазинском языке ха. Х, ха. Да? Букву К мы с вами запоминаем с помощью слова крыша. Крыша на абазинском языке К. Букву Г мы с вами запоминаем с помощью слова весна. Г, гапн. И букву Х мы с вами запоминаем с помощью слова золото. Х, хапщ. Х, ха. Чмазаве больной. Чмазавтара. Чмазавтара больница. Уапа бурка. Чмазаве больной. Также можно сказать больная. Чмазавтара больница. Больница. Уапа бурка. Обратим внимание теперь на выделенные буквы и вспомним, что буква В пишется как Г палочка В. Да? Г палочка В. Мы с вами запоминаем произношение буквы В с помощью слова гнездо. Гнездо на абазинском языке вяра. Букву П мы с вами запоминаем с помощью слова клюква. Клюква на абазинском языке прп. П, прп. Давайте еще раз прочитаем. Чмазаве больной или больная. Чмазультара больница. Уапа бурка. Джимса бровь. Айква брюки. Харф буква. Джимса бровь. Айква брюки. Харф буква. Теперь, смотрите, разбираем выделенные буквы. Буква Дж из слова джимса. Мы запоминаем эту букву с помощью слова коза. Дж, джма. Давайте обратим внимание на то, как пишется буква Дж. Буква Дж пишется как Д, Ж, мягкий знак. Д, Ж, мягкий знак. Дж, джма. В слове айква мы видим букву К. Буква К пишется как КВ. Да? Мы с вами запоминаем произношение буквы К с помощью слова крыша. Крыша на абазинском языке К. К, крыша. В слове харф мы видим букву Х. Буква Х пишется как Х-палочка. Мы с вами запоминаем произношение буквы Х с помощью слова груша. Груша на абазинском языке ха. Х, ха. Еще раз прочитаем слова на слайде. Джимса бровь. Айква брюки. Харф буква. Башырба бутылка. Чкуабарта ванная. Хабар весть. Башырба бутылка. Чкуабарта ванная. Хабар весть. В слове башарба все очень легко и просто, да? Никаких нет необычных звуков. В слове хабар то же самое. В слове чкуабарта, то есть ванная, мы видим два интересных звука. Давайте разберем каждый из них. Обратим внимание на букву Ч. Пишется она как Т, Ш. Букву Ч мы с вами запоминаем с помощью слова лошадь. Лошадь на абазинском языке Ч. Букву К мы запоминаем с помощью слова кунж. К, кунж.
Кумжи – это национальная мужская абазинская одежда. Посмотрите, у нас букву Ко. Буква Ко пишется как К, палочка, В. К, палочка, В образует звук Ко. Ко, кумжи. Давайте теперь еще раз прочитаем слова на слайде. Баширба – бутылка. Шкуабарта – ванная. Хабар – весть. Кадзлымхарта. Кадзлымхарта – висок. Хабра – волосы. Гуаш – ворота. Кадзлымхарта – висок. Хабра – волосы. Гуаш – ворота. Букву К мы запоминаем с помощью слова шапка. Кылпа. Букву Дз мы с вами запоминаем с помощью слова вода. Дз. Да? Вода на абазинском языке дз. Букву Х мы с вами запоминаем с помощью слова груша. Груша на абазинском языке ха. Ха. Пишется буква Х как Х-палочка. Х-палочка. Букву Г легко запомнить с помощью слова сердце. Сердце на абазинском языке Г. Букву Ш мы запоминаем с помощью слова олень. Олень на абазинском языке шарах. Ш, шарах. Еще раз давайте прочитаем слова на слайде. Кадзлымхарта – висок. Кабра – хабра – волосы. Гуаш – ворота. Кадзлымхарта – висок. Хабра – волосы. Гуаш – ворота. Мчаша – воскресенье. Бжара – воспитание. Айазаль – врач. Так, врач. Итак, мчаша – воскресенье. Бжара – воспитание. Айазаль – врач. Айазаль. Айазаль – врач. На первый слог ударение. Айазаль – врач. Теперь обращаем внимание на выделенные буквы. Букву Ч из слова мчаша мы с вами запоминаем с помощью слова лошадь. Лошадь на абазинском языке Ш. Букву Ж из слова бжара мы запоминаем с помощью слова кузница. Кузница на абазинском языке жира. С букву Г мы запоминаем с вами с помощью слова гнездо. Гнездо на абазинском языке жара. Жара. Аньяра – встреча. Адзынгылра – вырасти. Гарбарта – выставка. Аньяра – встреча. Адзынгылра – вырасти. Имеется в виду класс человека. Гарбарта – выставка. Значит, разбираем теперь выделенные буквы. Буква Г легко запоминается с помощью слова весна. Весна на абазинском языке агапн. Г, агапн. Давайте обратим внимание и запомним, что буква Г пишется как Г-палочка. Букву Дз легко запомнить с помощью слова вода. Да? Вода на абазинском языке Дз. Обратим внимание, что буква Дз пишется как Д, Дз. Итак, читаем. Аньяра – встреча. Адзынгылра – вырасти. Имеется в виду класс человека. Да? Гарбарта – выставка. Давайте напомним себе, что к классу человека относится только человек. Да? Адзынгылра можно сказать только о людях, о мальчиках, о девочках. А класс вещей, это к классу вещей, напомним себе, что к классу вещей относятся все предметы и животные. То есть мы не скажем про животные, там, про лису, абага адзынгыл. Нет, это не то. Адзынгылра – это только про людей. Псабара газ – природный газ. Тамак – горло. Сасра – гостить. Псабара газ – природный газ. Тамак – горло. Сасра – гостить. Значит, здесь только одна такая интересная буква, это буква К.
мы с вами легко ее запомним с помощью слова тыква. Тыква на абазинском языке каб, к, каб. Давайте еще раз прочитаем слова на слайде. Псабара газ, природный газ, тамак, горло, сосра, гостить. Очень хорошо, молодцы, отлично потрудились. На этом наше с вами занятие подходит к концу. Прежде чем с вами попрощаться, я хочу вам напомнить, что этот и все последующие занятия вы сможете найти на официальном сайте alashar.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза Бызжа и Алашара во всех социальных сетях. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Алашара и YouTube-канал Абаза Бызжа. Ставьте лайки, комментируйте видео. На этом я с вами прощаюсь. Аллах Чусарасхат.